Добрый вечер. Вы смотрите Якутия Лайв. С вами Ирина Ефимова. Май для нашего региона традиционно насыщенный месяц. По территории республики продвигается ледоход, в районах постепенно открывается навигация, кое-где начинаются лесные пожары, а из приятных событий стартует сезон охоты на водоплавающую дичь. Вот такой широкий круг вопросов мы сегодня обсудим с одним человеком. Сегодня у нас в студии первый заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Дмитрий Дмитриевич Садовников. Добрый вечер, Дмитрий Дмитриевич. Добрый вечер. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос гостю программы можно прямо сейчас по телефону 841 12 42 14 39 или по номеру горячей линии в мессенджере WhatsApp 8 914 235 05 02. Ну, первый вопрос задам я. Как обстоят дела с ледоходом в этом году? Есть ли, то есть вроде бы мимо Якутска прошло спокойно, а есть ли где-то опасные участки? Может быть, есть районы, которым грозит подтопление? Или все ровно? Ну, ледоход в Якутии в силу своей территориальности и обширности, оно проходит традиционно нестандартно, но нынче надо сказать, что было очень много проведено таких, скажем, подготовительных работ, плановых работ, которые у нас всегда традиционно в этот период проходят. И не зря сюда приезжал генерал армии, министр МЧС Зиничев Евгений Николаевич, который обстоятельно проверил, с большим пулом своих соратников приезжал, и встреча была с Алексеем Сергеевичем, где Алексей Сергеевич докладывал о ситуации, которая складывалась, и о подготовительной работе, которая проводилась в рамках этой работы. И надо признать, что в этом году, как говорится, во многих реках ледоход уже проходит более-менее. Действительно, к этому способствовали ряд событий, таких природных явлений, которые помогли, как говорится, нам выстоять этот период, так как вот самый такой момент, когда была активная фаза прохождения ледохода, чего мы опасались, в Иркутской области стоял, скажем, холодный фронт, что задержало. Между тем, на территории Якутии была такая жаркая погода, что позволило подготовиться льду и вскрытие рек, наших малых рек, да, и рек, таких, которых более такого, как Вилюй, Алдан, Амга, которые прошли и вышли на русло Лены раньше времени, чем прохождение основного участка. По сути, весь ледостав, он в итоге разделился на несколько участков, что, как говорится, благоприятно. То есть это хорошо, позволило тому, чтобы это спокойно прошло. Да, мы, когда проводили ряд совещаний, гидрометслужба нам подсказывала, где опасные участки. По сути, они подтвердились, они традиционные, и там были проведены примитивные, скажем... То есть взрывные работы, это вот те, которые в районе Кангалас в Якутске и Среднеколымске? Да. Эти работы были проведены, и я, пользуясь случаем, хочу выразить гидрометслужбе, нашим службам спасения, да, службам главкам МЧС, то, что они такую хорошую раннюю подготовительную работу проводили, это послужило результатом. По сути, работа по ослаблению рек льда, они традиционно также проходили планово. И это тоже послужило тому, чтобы реки наши, как говорится, без больших, как говорится, катаклизмов для людей, они прошли, и сегодня мы, скажем, испытываем такую, скажем, небольшую, скажем, легкость, то, что мы без больших, как говорится, кризисных ситуаций прошли, и главное, без потерь. А в Среднеколымске тоже все нормально? Там ведь взлетно-посадочную полосу уже который год топит? В Среднеколымске, да, оно было время, когда река выходила и перешла, скажем, отметки опасных явлений, и в результате чего, и до этого, да, как говорится, подтапливает взлетную полосу. Но наши службы провели ряд взрывных работ, в результате чего вода на реке быстро ушла. И, по сути, аэропорт
где-то действовал без аэропорта, город Среднеколымск, в целом район, сидел где-то в сутки. То, что вот, скажем, коллектив аэропорта города Среднеколымска, в целом администрация района, они провели эту работу для того, чтобы своевременно осушить полосу. И сегодня регулярные рейсы Якутск-Среднеколымск, они уже действуют и рейсы летают. То есть получается, что в этом году и благодаря природным условиям, и благодаря превентивным работам все прошло Более-менее, да. более-менее. Да. Но скоро ледоход завершится, начнется навигация. Вот можно ли упорядочить работу судов на переправе в Якутске, чтобы вот эти наши многокилометровые очереди на паромы, многочасовые, чтобы они прекратились? Ну, многокилометровые это я загнула, но многочасовые это точно. Ну, да, есть такое явление, как особенно в летний период, да, когда выходные, когда народ и с другого берега, и с этого берега стремится на природу, к своим районам, жителей наших, скажем, районов, которые, заречных районов, да. И тут мы, конечно, еще и мой предшественник, да, Алексей Засимович Колодезников, Министерство транспорта совместно с районами, с городским округом города Якутск, считаю, провели большую работу для того, чтобы, ну, все же порядок в этом направлении какой-то появился. Сегодня создана управляющая компания, единая управляющая компания по наведению порядка и по упорядочению, скажем, со стороны, что с Нижней Бастяха, что со стороны города Якутска. Со стороны города Якутска городским округом город Якутск выделен земельный участок, где проложено 6 направлений. 3 это для легковых машин в количестве 60 единиц, и 20 это для грузовиков. Да. И в целом по республике действует 16 таких паромных переправ, 5 которых на реке Лена. И здесь действует 29 юридических лиц и действует 44 парома. И здесь надо сказать, что кроме, скажем, речников и властей, ГУП РСТИ создал для удобства жителей, для удобства, скажем, тех людей, которые хотят переправиться, программу, которая показывает, сколько вот загруженность, во сколько приедет паром. Их вот через приложение Play Market и App Store можно купить эту программу, приобрести и в режиме онлайн. Так, а она платная? Нет, она не платная. Ну, скачать надо, можно. да, скачать надо и смотреть, как можно перевестись на какое удобное время и как загружены сегодня, ну, в режиме онлайн, посмотреть, как загружены вот сегодня паромные переправы. А она уже работает сейчас? Ей тестовом сейчас, режиме? да, в тестовом режиме оно уже проходит. Вот на этом промежутке вот Нижний Бестях и Якутск уже устанавливается вот, паромщиками. Такая же картина у нас идет на переправе Сотенцы Кангаласы и Качигаца Мухсугула. А как она называется? Как ее искать в App Store? Просто паромы? Да. Паромы через Лену и найдет, да? Ну, найдем. Ну что ж, я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире. При этом я хочу сказать, что вот цена на паромы, да, она не повышалась с 2016 года, и они также остаются вот для тех же машин, для, скажем, легковых машин, для грузовых машин, ну и также пассажирские цены такие же остались. То есть цены те же, просто можно будет в приложении посмотреть, успеваю там я на этот паром или можно уже Ну нет, ехать. Обычно люди, вот вы правильно выше отметили, то, что люди часами стояли в очереди, да, и просто люди могут посмотреть, как мы в целом вот эта картина, которая у нас ежегодно происходила, абсолютно никого не устраивала. Прежде всего тех людей, которые пользуются
паромам, ну и властей, естественно, когда вот возникает конфликтная ситуация и тот бардак, который у нас происходил. И сегодня мы буквально на пороге решения данной проблемы, я считаю. И кроме паромов, конечно, есть картина, то, что вот у нас обмеление рек происходит, да, то, что вот навигация, которая у нас запланированы в эти годы, они остаются тяжелыми, да, потому что были сухие годы, и мы понимаем, что навигация тяжелая, мы же работает рабочая группа, штаб для того, чтобы своевременно были доставлены топливно-энергетические ресурсы, продовольственные, то, что все, как говорится, запланировано на текущий год. Это где-то больше 1 миллиона тонн всякого разного вот груза, который необходим для того, чтобы пройти осенне-зимний период и продовольствие, которое нуждается наши районы. И в этом плане навигация, по сути, связана не только вот с арктической зоной нашей территории республики, но и, конечно, это территория и той же Амги, той же Вилюйска. И мы понимаем, что малые реки сегодня грозят обмелением. Стратегическое направление, конечно, сегодня работа штаба направлена как раз на эти реки. Я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире, и задать свой вопрос можно прямо сейчас по телефону в студии 841 12 42 14 39 или по номеру горячей линии в мессенджере WhatsApp по номеру 8 914 235 0502. И мне говорят, что у нас есть первый звонок. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. У меня такой вопрос, уважаемый Дмитрий Дмитриевич, да? Вот сейчас строится взлетно-посадочная полоса в аэропорту Якутска. Насколько она долго продлится и какой срок по ремонтным работам будет проходить? Спасибо за вопрос. Да, этот вопрос волнует всех. И реконструкция у нас двух больших городов, взлетно-посадочной полосы двух больших городов, это города Якутска и города Нерюнгри, оно, конечно, создает определенную проблему, да, и здесь этот вопрос буквально на той неделе проходило совещание у главы региона Арсения Сергеевича, где обозначались сроки проведения работ. И буквально сегодня мы также с коллегами, что в Москве, что здесь, в городе Якутске, проводили, скажем, рабочие совещания. И здесь я хочу сказать, что глава дал поручение, чтобы мы создали рабочую группу, которая в ежедневном режиме эту ситуацию мониторит. Потому что ситуацию мы должны быстрее, как говорится, проводить, чтобы эта работа была, как говорится, быстрее доходила до властей, чтобы разрешить эту ситуацию. Сегодня я думаю, что больших коллапсов не видим, потому что те авиакомпании, которые у нас задействованы, они уже подтверждают то, что будут перевозить в рамках того плана, который сегодня мы утвердили. Но лесные пожары в этом году уже начались близ Якутска и в других районах республики. И если в 2020 году главной причиной были сухие грозы, то вот что сейчас? Например, крупный лесной пожар в Тампонском районе в первой декаде мая прошел из-за сельхозпала, насколько я знаю. В Тампонском районе уже, я начну с крайнего, да, то, что обозначены проблемы, то, что в Тампонском районе действительно виновник установлен, уже минимум возбуждено административное дело, которое может превратиться в уголовное дело. Лесной пожар там действительно большой, районные власти нас информировали, то, что это грозит линиям электропередач, которые может отключить, в свете разрушения, которые может отключить 3 населенных пункта, и нами было принято десантирование десантников лесоохраны, которые сегодня уже выстояли этот участок, и мы надеемся, что этот пожар тоже будет ликвидирован своевременно.
По сути, лесным пожарам это рукотворное дело на сегодняшней дате, мы можем сказать. Это несанкционированные сельхозпалы, которые, я повторюсь, вот, пользуясь случаем, хочу сказать, что сегодня уже, по сути, лето пришло по всем, скажем, временным рамкам. И те сухие годы, которые были прошлые годы, сегодня, как говорится, идет повторение ситуации, и, конечно, воспрещается произведение каких-либо, скажем, сельхозпалов или каких-либо таких работ, которые могут превратить в какую-то определенную природную катастрофу. А вообще, неужели нельзя как-то предотвратить возгорание и Сегодня вот, не страдать каждое лето от лесных пожаров? сегодня вот мы прекрасно знаем, что в прошлые годы горел у нас арктическая зона, и по сути сегодня, повторюсь, это идет повторение тех лет, которые у нас были. И решением главы в Верхоянском районе создается отряд авиалесоохраны, который по сути будет закрывать арктическую зону. Арктическая зона у нас это самая большая зона, где, как говорится, очень труднодоступные места при тех же природных пожарах от гроз, да, и, конечно, нужно, чтобы было мобильное реагирование для того, чтобы быстрее потушить эти пожары. А вот то, что сейчас начали больше денег выделять на вот, пожарную технику там, и так далее, то есть хватает ли средств этих? Да, Я вот знаю, что из федерального бюджета теперь как-то больше средств выделяется именно на тушение, на профилактику лесных пожаров. Пересчитали нормативы по инициативе главы нашего Александра Сергеевича. Да, действительно, это так. То, что у нас, да, действительно, в прошлые годы, например, критиковали, да, то, что республика у нас и горит, и тонет, да, но сегодня в свете того, что вот благодаря работе главы региона, правительства республики, нормативы пересчитаны, и действительно республике уделяется большое внимание. Но между тем, вот те пожары, которые у нас происходили и сегодня происходят на сегодняшний день, опять же, вот мы на неделе ждем одного из руководителей федерального уровня, да, который проведет на местах здесь совещания с участием всех муниципальных образований. И я думаю, что если муниципальное образование где-то кто-то испытывает или требует своего внимания, конечно, задаст этот вопрос на этом совещании. И я думаю, что мы лишний раз заострим то, что вот наша территория, по сути, очень большая, и все равно тех средств, которых мы требуем, и той техники, конечно, мы считаем еще недостаточной. Но все равно надо доводить. И, по сути, нельзя сказать, что федеральный центр тут нам не уделяет внимания. Но хочется еще больше. Еще больше аппетит внимания. появляется во время еды. Еще больше техники, еще больше средств. А предельные какие-то расчеты делали? Расчеты, конечно, есть, да, то, что вот у нас, но они в разы их больше, то, что вот, скажем, миллиард с лишним, 1,2 миллиарда вот выделено сегодня, да, но сегодня по нашим подсчетам их 2-3 раза больше вот, то, что нужно вот, для того, чтобы мы, как бы, более-менее спокойно реагировали, вернее, своевременно реагировали и спокойно жили. И не испытывать тут, скажем, те неудобства, которые испытывали в прошлые годы. Но я надеюсь, этого нынче не будет. Сегодня мы нашли, скажем, и законопроект разработали, который в ближайшем парламентском совещании будет принято. И оно у нас прошло, скажем, правительственную комиссию, и сегодня уже будет утвержден, где будет ясно, кто у нас будет, как говорится, задействован и будет главным распределителем бюджетных средств. Мы все знаем, что решение проблемы все равно зависит от финансовой составляющей. И сегодня вот, и по сути мы и в те годы знали, кто это, да, это у нас Министерство экологии и природопользования, лесного хозяйства. И это было решением
комиссии по чрезвычайным ситуациям, который возглавлял Алексей Сергеевич, и подписаны им решения, но его мы просто сегодня узакониваем на законном уровне. И сегодня с этим коллеги согласны, если раньше лесники говорили, что это пожар, это только лесная зона, а та зона, скажем, где, скажем, поля, ландшафтные пожары, это, по сути, это не их зона ответственности. При этом и от лесного пожара ландшафтный пожар происходил, да, скажем, поля горели, или наоборот, от ландшафтного пожара горела лесная зона. И сегодня, по сути, мы знаем, что и мы не говорим при этом, что лесники вы за все вы в ответе, мы все равно, как власть, будем координировать всех сил, в том числе муниципальных образований, службы спасения, лесников, авиалесохраны, всем миром будем тушить эти пожары, которые у нас будут происходить в течение лета. Конечно, хотелось бы, чтобы этой картины не было, да, но, как говорится, гадать это дело неблагодарное, поэтому не будем тут, как говорится, угадывать вперед. Хотелось бы, конечно, чтобы этих пожаров не было. Давайте теперь перейдем к той теме, которая волнует всю мужскую часть населения республики. Это правила охоты. С 1 января 2021 года вступили в силу новые правила охоты. И вот что они дадут якутянам? Что там хорошего или наоборот Ну, нехорошего появилось? Ну, я считаю, что, во-первых, из года в год вот, правило получения лицензии той же, да, оно становится более прозрачным, более доступным, более понятным для тех людей, которые вот, увлечены таким, скажем, мужским понятием, как охота, да. И не секрет, и все знают, что в Якутии очень много охотников. Сегодня только на этот охотничий сезон более 7 тысяч вот, лицензий выкуплено на охоту, на весеннюю охоту, да. И при этом есть те районы, которые не могут получить через электронные услуги, да, они проходят через, скажем, структуру Минприроды, и там же получают разрешение на добычу того или иного, скажем, охотящего, животного, да, или птицу. И сегодня мы также вот сроки той же долгожданной охоты на уток, если у вас есть, скажем, подсадная утка, оно с ранних периодов начинается, да, Началась уже. начинается, да, а вот на турпана, на как бы завидную, как говорится, добычу, который дает Баянай, оно от 29 по 4 идет на полномочия муниципальных образований. То есть Муниципалитет решают, муниципалитет сами решает, как их передвинуть на охоту турпана. И они вот в этот период могут передвинуть тот или иной срок для того, чтобы люди вдоволь поохотились и, как говорится, добыли себе то, что хотят добыть. А вы сами охотитесь? Ну, я сам, как уроженец Среднеколымского района, конечно, 7 лет я уже добыл первую, скажем, утку, да, но вот последние годы в свете, по долгу службы больше остаюсь, как говорится, на хозяйстве, когда надо, как говорится, здесь быть и руководить. Но как только есть возможность... ну да, тут подготовка к паводку, не уедешь на охоту, да? Да, надо быть на месте для того, чтобы, как говорится, своевременно реагировать. Но в то же время, когда есть возможность, где-то там на сутки, на ночь, на вечернюю, на утреннюю зорьку, я стараюсь, как говорится, тоже испытать ту, скажем, ту радость, которую испытывают многие мужчины Якутии. А вот квоты на добычу охотничьих ресурсов, они в прошлом году впервые распределили путем электронной жеребьевки. Да. Вот что-то это дало, как-то упорядочило? Безусловно, это упорядочило, да, то, что вот люди... Очередей меньше стало, может быть, да, или как? это как раз вот действительно
Даже в свете вот тех ограничительных мер, да, когда вот у нас бушует COVID-19, да, вот эта мера очень правильная, и оно и впредь будет действовать для того, чтобы было понимание, что у нас вот это электронные торги, они абсолютно вот прозрачные, и здесь видно, что без всякого там, как говорится, кривотолка можно сказать, что любой человек, своевременно заявив, участвовав, может приобрести эту лицензию. Конечно, это вот новизна, которая у нас происходит в свете охотничьего хозяйства, не всем, по сути, ну, в селах особенно, в районах, не всем это понятно, но в то же время вот то, что вот где развитый, скажем, интернет, и на сайте нашего министерства экологии, да, можно посмотреть и выучить, и на самом деле абсолютно там все понятно написано, и любой может поучаствовать и, как говорится, уже не сталкиваться с тем, что вот нарушил или там где-то переступил, скажем, то, что вот не положено, того, чего не положено. К сожалению, эта картина есть, да, не все соблюдают, но при этом, наверное, те люди, которые это нарушают и попадаются, они, конечно, это ни к чему хорошему не приводит. Штрафные санкции очень большие, и я, как говорится, тоже пользуясь случаем вашим эфиром, хотел бы сказать, чтобы люди не нарушали и, как говорится, не испытывали судьбу. Тем более, вот, как говорится, мы, что ни говори, все равно в таком современном мире живем, слава богу, не голодаем. Многие, понятно, что имея документы, можно добыть, а если нет документов, то, конечно, я бы рекомендовал не испытывать себе, как говорится, тут приключениях, лишних приключениях. То есть браконьерам нет, в общем. Надо сказать, что и раньше, как говорится, власть говорила, что браконьерства нет, да, а сейчас тем более, как говорится. Так, у нас звонок, да? У нас есть звонок. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем, вы в эфире. Здравствуйте. Я хотела задать вопрос про белого медведя, отловленного в Тампонском болоте. Что с ним сейчас, какая, и судьба его ожидает? Ну, речь идет о белом медведе, который, скажем, был героем всего новостного поля. Да, всего новостного поля всю зиму, да. На самом деле это, по сути, впервые, да, когда белый медведь забрел так далеко и, по сути, добрался чуть ли не до центра, да, когда... Ну, я считаю, что здесь, наверное, то, что вот нарушен ареал, было связано с тем, что была очень холодная зима. И медведь действительно, как говорится, мог потерять ориентиры и так далеко брести, и тут столкнуться и с водителями, которые вот ехали большегрузами на трассе, и отнять ящик у рыбака, как говорится, да, а потом вовсе там забрел, как говорится, в поселок Джибари-Кихая, который, как говорится, терроризировал, и это было 11 мая, где поступил сигнал с района, где, и, конечно, наше министерство экологии обратилось к нам для принятия решения комиссии по чрезвычайным ситуациям, чтобы медведя мы, как говорится, усыпили и привезли в город Якутск, поскольку животное краснокнижное, ее нельзя, как говорится, тут взять и, как представляющую угрозу, ликвидировать, да. И нами было комиссионно принято решение согласиться с предложением Министерства экологии, и что было сделано. Дальше в Московской комиссии было принято решение о переводе ее в Москву.
И ее привезли в Москву для того, чтобы дальше они изучили состояние медведя. Ну что ж, на этой позитивной ноте мы и завершим прямой эфир. На вопросы зрителей в нашем эфире отвечал первый заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Дмитрий Дмитриевич Садовников. Спасибо вам, что ухватили столько важных для республики тем. Благодарим всех, кто нам звонил, присылал вопросы на горячую линию. На этом выпуск программы «Якутия Лайф» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия. Ты можешь быть разной. Слайм. Торговый центр «Айсберг». Первый этаж.